я из Якутска и нахожусь в Якутске, а сейчас стою на остановке «Юность» студенческого городка столицы Якутии. Сзади меня находится остановка, и рядом открылся якутский фастфуд. Это, в принципе, не первый, но тем не менее, это один из первых. И суть этого фастфуда сып-сап, что означает быстрый, и готовится здесь всегда в виде фастфудов, которые популярны среди молодежи из якутских продуктов. И открыл его известный шеф-повар и в Якутии, и в России Николай Атласов. И этот фастфуд открывается от усадьбы Николая Атласова. Усадьба Атласова. Сейчас мы пойдем и посмотрим, что это такое, сколько это стоит, как его готовят. Пойдемте. Что удобно, он прямо вот здесь остановка для студентов и так далее. Можно спокойно, дожидаешь автобуса, купить эту еду. Давайте посмотрим. Это один из первых опытов якутской, именно якутской кухни. И авторство Николая Атласова. Вот он стоит, смотри. Ну, заходим. Здесь еще дополнительные услуги будут явно. Опа. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Николай, здравствуйте. Вы откуда вообще приехали? Вот недавно я вас видел на каких-то фестивалях и уже здесь, да? Так, я, получается, был в Владивостоке, на Риан-Маре был, в Москве участвовал, шеф-повару там мастер-класс показывал. Вот. И сейчас пришел на родную родину и открыл, собственно, вот стритфуд. Назвал его сып-сап по-якутски. Давайте вот посмотрим, да? Тут получается основа это картошка, а также начинки у нас оленина с северно-батантайского улуса, также ребятина с чурапчинского улуса, сугудай у нас из булунского улуса и нерюнгринская грудка куриная, которая готовилась по технологии сювит, это при низких температурах готовилась. Получается, она выглядит примерно вот так. Это у нас... Это у нас получается оленина. И мы делаем его сразу в горячем виде же пюрешкой. Туда начинки. И сверху можно добавить сыра и зелени. Стоимость такого блюда, я согласно вашего меню, я смотрю, значит, ивано-матайская оленина 500 грамм 150 рублей. Да. Чурапчинская жеребятина 50 грамм 150 рублей. Сугудай свежего булунского омуля 150. Нюрингринская куриная грудинка, именно нюрингринская, да? 100 рублей. Кстати, здесь топпинги. Объясните нам, что значит топпинги? Топпинги это сверху можно заказать свежий укропчик, также хрустящий жареный лук, или же можно добавить сыра. У нас амгинский есть, алекминский есть. То есть именно фастфуд интересен тем, чтобы дать понятие молодежи и людям, что это быстрая еда, которая натурально 100%. И именно то, что именно наши сельскохозяйственные работники, да, то есть уважая их труд, соответственно, мясо и так далее, все местное. И все 100% натурально. Это я продолжу его, я уже понял, о чем говорит Николай. Николай говорит о том, что ученые доказали, что половина фастфудов, которые сейчас продаются, они очень здорово влияют на здоровье молодых людей, потому что неизвестно, из чего готовится. Тогда, Николай, давайте вот я хочу, например, да, приготовьте мне жеребятину и сугудай из свежего булунского омуля. Вот здесь перед вами то, что вы видите, это ивано-батайская оленина. Вот, приготовлено уже с сыром и так далее. Вот сейчас Николай нам покажет, что он делает, да? И у вас, кроме этого, еще, я так понимаю, что можно, смотрите, загадать себе
Вот смотрите, Морс, усадьба Атласах, фирменное все. И бырпах. Получается... То есть можно купить с собой сразу и поесть, да? Да. Ага. Ну, знаете, Так, что-то вы там делаете, да? ну все, вот. Я делал пюрешка. Ага. Так, возьмем амгинский сыр. Масло сливочное амгинское. А можно мне с луком? Я вот с луком люблю. И сверху, как вы сказали, топпинг, да? Да. Топпинг. Ну, лука пока нету, завтра будет. А, лука нету, да? Ну, завтра будет. Ну, хорошо. Тогда с сыром, да? Да, с сыром. Ага. Все. Это я делаю, что я делаю? Так, жеребятина или с... Я жеребятину делаю. Во. Все. Я заказывал жеребятину. Сыр обязательно интересно, вы сыр снизу ложите. Да? Сыр, чтобы она растаяла. Ага. Угу. Так. И потом берем жеребятину. Ага. А вот она, то есть она у вас на усадьбе Атласах уже приготовленная, да? Да, это уже заготовки конкретно. А по секрету, как оно приготовлено? Наверное, Это- по-атласовски? Это варено-копчено. Ага. То есть есть оборудование, которое и ложишь в определенную камеру, она варит и коптит, соответственно. Понятно. Укропчик. И все готово, да? Все готово. То есть буквально за минуту мы, допустим, вот уже оплатили и сразу получили сып-сап. Сып-сап. А теперь мне, я еще заказал, что я заказал? Сугуда из свежего булонского омуля. Окей. Вот свежий булонский омуль, сейчас посмотрим, что это такое, да? Мгм. Я к тому, что вот в действии то, что мы говорим о якутском производителе и главное в современном виде. Вот над упаковкой еще, я так понимаю, еще будете дорабатывать, да, чтобы Да, это сейчас мы работаем в тестовом варианте, да? в тестовом варианте. Да. То есть, А так потом контейнеры появятся закрытые, да? ну, есть планы развиться именно по Дальнему Востоку, да, то есть наши топпинги, то есть, ну, вот эти жеребятина, оленина, они могут претендовать на уличную, ну, и фастфуд, на фудкортах могут стоять и спокойно могут конкурировать на Дальнем Востоке. И пока Так. ближайшая цель именно развиваться в этом. Стоп, Николай, я так понимаю, вы еще один делаете мне из Сугудай? меня. Туда ложим. Вот хотел спросить, вот обязательно в сугудай надо картошку, да? Да, то есть рыба с мясом, малосольная рыба, соответственно, картошка. Картошка для северянина это, то есть получается, это второй хлеб. То есть если хлебом сейчас могут что-то там, чтобы сроки увеличивать, что-то добавлять, а в картошке это все натурально, то есть вообще 100% все натурально. Соответственно, здоровье и все, витамины, минералы через еду. Ну, То есть я мы топим за это. хотел бы поздравить Николая еще Всероссийским Днем Отца. Сегодня он находится с Днем Матери. И получается, вы в День Матери запускаете якутский фастфуд. Я правильно понимаю? Да, да. И в планах, я так понимаю, именно студентов. То есть завтра студенты могут будут попробовать или нет? Завтра. Да, завтра будут пробовать. И почему именно со студентов начали, да? Ну, это глубокая такая мысль, то, что это наше будущее, которое сейчас... И они должны быть здоровыми. Именно поэтому с этой точки мы начали работать. То есть тестировать, и будем разговаривать с людьми, будем про качество, про топпинги, будем улучшать. Ну, все. Николай, спасибо. То есть сегодня в День Матери, в День Отца открылся якутский фастфуд Сып-Сап. Надо запомнить этот день, как бы в районе студенческого городка для наших студентов. Пользуйтесь, пробуйте, пишите в комментариях, насколько вкусно. Ну и, наверное, у Николая есть свой аккаунт, и ему, наверное, писать, что не дорабатывается. И обычно, да, обычно у нас, к сожалению, не хорошие отклики в первую очередь пишут, а пишут
Не, они хорошие тоже, мы рады к этому, да, то есть нам надо все равно знать, что нужно клиенту. То есть именно с этой точки будем воспринимать и улучшать. Спасибо, спасибо. И мы выходили в эфир, вот смотрите, автобус отходит. Стадион Юность, насколько я понимаю. Вообще остановка Юности, молодой человек здесь стоит. Уважаемые студенты, пользуйтесь новым якутским фастфудом. Вот я для вас специально показываю. Кофе, морс, брпах и кучу чая. Да, Я так кучу понял. чая. И кучу чая. Мгм. До встречи.